помещении, которое называется Newsroom. Именно здесь рождаются новости телеканала «Россия-24». Ноябрьский снегодождь испытывает на прочность тех, кто пришел на шествие в честь Дня народного единства. Сквозь толпу операторов и фотографов к Владимиру Вольфовичу Жириновскому пробирается 11-летний Женя Гришин. Вместо камеры у него обычный смартфон, который мама подарила на день рождения. Первая попытка взять комментарий у эпатажного политика закончилась провалом. Я стесняюсь. Женя хватает штатив, микрофон и, обгоняя колонну митингующих, бежит к Манежной площади. Может, там ему все-таки улыбнется журналистская удача. Это мистер Артемовский и я, Евгений Гришин. Здравствуйте. В то время как одноклассники Жени Гришина из 5 А, Let's Play It, Майнкрафт, лайкают Катю Клэп и репостят Ивангая, он становится сам себе телевидением и запускает в Ютубе собственный аналог телеканала «Россия-24». Мы находимся на окраине улицы Пархоменко. Именно здесь находится та самая опасная тарзанка, на которой уже произошло несколько несчастных случаев. Пятиклассник из приморского города Артем точно копирует манеру дикторской начитки, логотипы и оформление новостного канала. Женя сам ищет новости, пишет подводки, читает их в студии. Она, кстати, занимает один из углов в его комнате. Сам же снимает себя на телефон и монтирует выпуски. Я затрачиваю на подготовку одного выпуска неделю. Свой любительский канал «Артемовские вести» на Ютубе он запустил всего год назад. Тогда Женя точно не мог и представить, что однажды получит приглашение в Москву и окажется в редакции любимого канала «Россия-24». Но ведь телевидение – это всегда про чудеса. Реакция Женя, он обалдел, конечно, такой, ё-моё, сел такой, схватился за голову, вот так вот, как помню сейчас. И, ну, такая, знаете, ошарашила его эта новость, и счастье, и какая-то ответственность. Новости. Я как-то с детства не считал их скучными. Я смотрел «Вести». Тебе мама не включала мультики. Включали мне мультики. Я смотрел мультики. Но когда новости шли, я как-то сразу не просил: ой, я хочу мультики. Но интересно, потому что ты в курсе всех событий, ты можешь помогать людям, ты можешь узнавать что-то новое и открывать что-то новое для себя. Ух ты, дома один телевизор, а тут 21. И дома ты можешь не увидеть программы из-за разницы во времени, а тут ты можешь сразу все программы посмотреть, которые идут на канале. Женя, мы хотим посвятить тебя в профессию журналиста. И хотим, чтобы ты прошел все 7 кругов телевизионного... Ну, в общем, мы подготовили для тебя 7 испытаний. Все по-настоящему, реально, с реальными героями, несговорчивыми, с настоящими дедлайнами и с самыми настоящими телевизионными заданиями. Мы покажем тебе, как телевидение работает изнутри, а ты сможешь ответить для себя на главный вопрос. Действительно ли ты хочешь связать свою жизнь с этой непростой, но очень интересной профессией репортера? В конкурсе на самого внимательного телезрителя «России-24» Женя точно мог бы победить, ведь он знает всех ведущих и репортеров канала, внимательно следит за каждым выпуском новостей и даже за тем, как меняется оформление. Старое оформление мне, в общем-то, бывало не очень нравилось, потому что строки были, либо они были вот так, закрывают полэкрана, вот, а сейчас они более лучше, потому что они вот на экранчике. Во время экскурсии по аппаратным и редакции мальчик ни на минуту не расстается со своим багажом. Эта сумочка – его мобильный комплекс ТЖК. Вот разработал логотип, и вот «Вести Артемовские», как у «Вестей» сделал логотип. Внутри находится оборудование. Ну, то есть находится штатив, с помощью которого вот я записываю. И находится микрофон, мой личный микрофон. Коробочку сделал сам, и губку. Губку мы заказываем.
Боевое крещение в телевизионщике для Жени начинается с редакционной планерки специального репортажа. Женя, а вот у тебя какие-то есть предложения? Можно рассказать про уборку снега в зимние месяцы, как коммунальные службы справляются. Снег у нас каждый год в это время выпадает, поэтому тема не очень интересна. Хотелось бы от тебя услышать какие-то более такие серьезные предложения. Мы пригласили Женю к себе на канал не для того, чтобы поиграть в как будто телевидение. Мы хотим показать ему изнанку профессии, которая обычно остается за кадром. Недавно у меня был случай, я 3 суток провела на работе, потому что срочно нужно было сдать номер, и это была очень большая и важная работа. Иногда мы приезжаем из одной командировки, и сразу же нет там. Мы сразу едем в следующую командировку. 8-часовая разница во времени и усталость от перелета, конечно, дают о себе знать. Но Женя держится стойко и неожиданно предлагает снять настоящий эксклюзив. Я бы хотела пообщаться с сыном президента Белоруссии Александра Лукашенко. Ему 12 лет, мне было бы интересно с ним провести беседу. Наша задача – обойти этих конкурентов и убедить его дать интервью именно тебе. Ну, как думаешь, какие у тебя преимущества? Не По знаю. сравнению с другими? Ну, может, то, что я ребенок, может согласиться дать интервью мне. Уже следующим утром Женя с мамой спешит в посольство Белоруссии в Москве. Наш юнкор уверен, там ему точно помогут с организацией встречи с младшим сыном президента. Можно написать, значит, в администрацию президента, могу вам дать адрес. Ну, администрация президента, это подчиняется непосредственно президенту. Можно написать письмо. Я вам сейчас дам. Хорошо, вы там посетите, я распечатаю. Над вопросами 12-летнему Коленьке Лукашенко Женя еще будет думать. А пока коллеги из утреннего эфира приглашают его к себе в студию. У Жени, так же, как и у ведущего, все с первого дубля и без права на ошибку. У нас есть одна маленькая проблема. У нас гость не вписывается в стоечку. Я перекроюсь картинкой какой-нибудь. Ее надо будет аккуратненько затолкать в угол. На момент подводки. В общем, понял? Да. Удачи, братюня. На удивление всей съемочной группе Женя бойко и уверенно держится в кадре. Ма, поснимай. Только на мой. И вот его первые звездные 5 минут в федеральном эфире. О таком начале карьеры едва ли осмелится мечтать каждый начинающий журналист. А почему ты за пример, за аналог взял именно «Россию-24» информационный канал? Ну, мне нравится оформление, вы здорово подаете информацию, у вас много информационных программ, действительно большой ассортимент, так сказать, программ информационных, и вы вещаете круглые сутки. Конечно, интересно, как тут дают команды, говори там, или заканчивается вот этот сюжет, вот эта тема заканчивается, переходим на другую. Действительно, чтобы создать вот эту программу, нужно много людей. Женя, у нас для тебя очередное задание. Как ты правильно видишь, мы оказались в той самой студии, откуда проводит эфир. Это суфлер. И мы предлагаем тебе прочитать текст ведущего по суфлеру. Все по-настоящему. Новый скандал в штабе Хиллари Клинтон. Почему многолетнюю помощницу кандидата в президенты США обвиняют в распространении идей джихада? Дома в Артемовске уже 3-й час ночи, а мама Валентина все никак не может оторвать Женю от телевизора. Однозначно такой подход ребенка к вестям, ну, для меня это тоже новость, потому что я вспоминаю себя в его годы. Новости мне абсолютно было неинтересно смотреть, потому что я в них ничего, если честно, не понимала. Какие-то новые слова, какие-то новые фразы мне звучат для меня незнакомые. 5-классник наблюдает и за ходом предвыборной гонки в Америке. Там у них грызня идет. Один другого обвинил, там судебное разбирательство. Каждый хочет другого сбросить со счетов, и чтобы самому победить. Он также пристально следит за выступлениями Владимира Владимировича Путина. Он выступал на клубе «Валдай». Мне запомнилось, как он говорил, что
наши иностранные партнеры как-то по-хамски относятся. И то, что мы пока им не отвечаем, также по-хамски, но можем ответить. Женя не остается равнодушным и к событиям на Украине. Мне как-то жалко эту страну. Была вот такая хорошая страна, действительно до этого видел. И тут такой погром там устроили, и сожгли людей в доме профсоюза в Одессе. В то время как для многих телевидение – это уже old school, для Жени оно по-прежнему окно в большой и сложный информационный мир. Вот, например, новости из Пальмиры. Для нас амфитеатр в древнем городе – это картинка с обложки учебника по истории. А для Жени – это кадры, снятые на коптер съемочной группой Евгения Поддубного. Мне самому интересно это в первую очередь. Потому что планета большая, мне хочется узнать, что происходит, какие решения принимаются в мире. В коридорах ВГТРК Женя случайно встретит ведущего Максима Киселева. И он, конечно, не упустит шанса записать интервью для своего канала в Ютубе. Как вам работать в «Вестях» вот здесь, в Москве? Лучше работать, конечно, не в Москве. Лучше работать на выезде. Это интереснее. А в Москве... Ну, мы же, понимаешь, в Москве это так относительно все. Москва – это вот для нас вот это маленькое здание, относительно маленькое, и дом, и дорога от дома до здания. Все остальное – это не Москва. Мы же, когда мы что-то рассказываем, у нас Москвы вот совсем чуть-чуть. Ну да. В основном мир и странам. Я, кстати, Москву не так хорошо знаю, как, скажем, вот в Сен-Дени под Парижем, где мы бегали, искали террористов. Я говорю, я там могу экскурсии проводить, а по Москве не могу. Шествие в честь Дня народного единства для Жени – это первая серьезная работа в поле. В первых рядах митингующих появляется Владимир Жириновский. Давайте мы подниму. Ты слишком тяжелый. Пойдем. А пропустите, пожалуйста, ребенка. Ребенка пропустите. Мы работаем. Да мы тоже работаем. Нужно быть более решительным. Давай. Прямо вот так вот присядь. Дайте, пожалуйста. Давай, по-другому Я не могу. А? Я стесняюсь. Так, все, смотри, давай вперед. Мы делимся с Женей профессиональными секретами. И вот он уже в первом ряду. 1 на 1 с Владимиром Вольфовичем. Нельзя же! В те смутные времена народ и все объединились. И князья, и купцы, и простые люди. Потому что они встали на защиту Родины своей. Правда, Женя все-таки постесняется задать свой вопрос политику. Слышь, мы пробились туда, там Жириновский был. Такая интересная пробиться в эту толпу. Никогда так еще не делал. Зато Юнкор Гришин не упустит возможности спросить совета у старших коллег. У съемочной группы белорусского канала он интересуется, а есть ли у него шансы записать интервью с Колей Лукашенко. У главы государства Беларуси есть специальная пресс-служба, куда приходят все заявки. И ты, я так думаю, можешь туда написать официальное письмо, составить вопросы, которые тебя интересуют. И я думаю, Коля с удовольствием с тобой пообщается. Если тебе очень чего-то хочется, главное делать. Вот. И маленькие шажки, большие шажки. Тебя услышат, и мне кажется, ты обязательно все получится. Главное, не бойся. Здравствуйте, я Евгений Гришин, юный журналист. Мне 11 лет, и я бы хотел записать интервью с Николаем Лукашенко. Перезвоните мне по этому номеру. Жду от вас дальнейших действий. В администрацию президента Лукашенко до востребования от Юнкора Жени Гришина. Женя уверен, ему точно ответит на письмо, поэтому в конце он добавляет: на съемки готов немедленно вылететь в Минск. До возвращения в родной Артемовск остается всего несколько часов. В гостиничном номере мы с Женей начинаем очень честный диалог про профессию репортера, о которой за время нашего эксперимента он успел узнать много нового. Ну, а самое важное, 11-летний мальчик, оказывается, знал и без нас. Ну, прежде всего, что он говорит правду, что он говорит правду, как это по-настоящему произошло, и он не переврал, что называется. Но я думаю, нужно показывать всех, кто против, кто за. Потому что у людей разные мнения, и нельзя только тех показывать, кто против, или только тех, кто за. Потому что люди разные, вот,
и надо показывать, как это по-настоящему происходит. Женя, мы тебя поздравляем, потому что ты справился практически со всеми нашими испытаниями. Посвящение прошло успешно, и поэтому мы хотим тебе подарить, та-да! Спасибо большое. У тебя будет настоящая профессиональная ветрозащита на микрофон с нашим логотипом, так что тебя точно в толпе журналистов, конкурентов, коллег, точно тебя узнают, а мы точно будем знать, что наши люди работают и в городе Артем. Спасибо вам большое.